Прошел выгул. Это только один выгульник. Вот уже 2 ведра 10-литровых собрано. Когда мне говорят, что сложно убрать за собачкой, я говорю, а вы представьте, когда их 100. Здравствуйте, друзья! Итак, по вашим просьбам, вы всегда просили больше показывать наши будни, наших спасенышей в повседневной жизни. Конечно, показывала, но только массовку, без подробностей прожитого дня. Вы всегда смотрели, вопросов не задавали, сочувствовали, что собак много, объем большой, ответственности еще больше. Но что за кадром и в чем же сложность такого большого объема работы, конечно, вы даже не представляли и по сей день не представляете. Самое интересное, он очень тяжелый и очень большой. Его надо спуститься со 2-го этажа по этой лестнице. Уверена, у вас ни у кого нет такого богатства в виде ответственности и такого труда за 100 собачек. Поэтому я решила хоть разок показать всю закулисную жизнь наших собак, из чего состоит день, хотя бы на примере одной передержки. Прошлый ролик – это была первая серия. И спасибо вам за отклики, за понимание, кто понял всю тяжесть без прикрас. Спасибо тем, кто обошелся без критики, а понял, к чему я это показываю. Итак, сегодня 2-я серия нашего бытия. Может, сегодня больше понравится ролик, а может, тоже найдем к чему придраться. Только дай пищу. 5 лет на этой передержке, чего мы только не прошли. Заезжали сюда почти в новый дом, только уже покоцанный собаками предыдущей хозяйки. И гору мусора разгребали, много контейнеров с ним вывозили. И собачек тогда было порядка 30. Но время шло, спасали много. Обо всем этом я рассказывала и не раз. И незаметно обрастали собаками. Одновременно закупалась и земля, и кирпичный бой, и песок, чтобы поднять участок и не плавать в таком неудачном, не по нашей вине, земле. Когда-то и вы помогали на 3 КАМАЗа кирпича и земли, но это было начало. А потом еще много-много завозилось и земли, и кирпича, и песка. Провода мешают, сейчас электрика ждем. Провода снимать будем. Ты уходишь вместе с боем. Первого ковша вообще не видно. И по сей день завозим периодически этот песок, и в апреле в ролике вам об этом показывали. Собственно говоря, чем занимаются люди ночью? Нормально спят, как бы ночь. Вот. Разгребаем кучу с песком. Работаем в режиме нон-стоп. Один спит, собачки спят, а мы вот. А когда всех уложили спать, то труженицы именно женщины, а не мужики. На тачке перетаскивают тяжелый песок на участок, чтобы у собачек был порядок и чистота. Это тяжелая, не женская работа в 12 ночи вместо сна. Днем некогда. Забота о собаках. И только одну машину помог разгрузить рабочий, когда работал у нас в тот период. Всего 1 месяц. И всего 1 машину песка. Остальные машины песка разгребались и раскидывались по участку женщиной, хозяйкой передержки. Видишь, что делают? Вот я только закопала вот эту яму зеленую. Вот видишь? Иди отсюда, Лера.
Они уже роют обратно, потому что здесь должна быть яма. Участок собаки любят перерыть, и это естественно. Он был бы весь в ямах, если бы их не закапывали, особенно в жару. А когда дожди и ливни, то в этих ямах стоит вода. И поэтому нужна решетка, металлическая сетка, чтобы поверх этой сетки насыпать песок, чтобы собаки не могли копать эти ямы. И вот недавняя яма, о которой я рассказывала в первой серии в прошлом ролике, наконец-то закопана, ливни прекратились, но собаки продолжают здесь копать, и они все равно выкопают здесь новую яму, потому что им так нравится, потому что им нравится лежать в сырой земле, в сыром песке, а он внизу, в ямке. Теперь переходим к вольерам на этой передержке. И они у нас есть, и даже очень приличные. А покупались они на кредитные деньги. Брался кредит. Вот кто на что берет кредит, улучшая свои жилища. А Наташа взяла кредит, чтобы улучшить жизнь собак, которых я ей напривозила, которых мы с вами наспасали. А Наташа расхлебывается теперь одна за этот кредит. Пашет бесплатно, инсульты получает регулярно. Чем оплачивать кредит, не знает. Нам бы впору оплачивать ей просто передержку по 3 500 за собачку. Всего-то за этот труд, который стоит дороже. А нет, не получается. Только корм получи собачкам и зубы на полку положи. И вот итог этих вольеров, чтобы вот так собачки возле своих вольеров бегали, играли и были более-менее в порядке. Ну и в завершение обычного трудового дня надо еще полечить тех, кто нуждается в лечении. Днем успеть в клинику, анализы, обследование очередной проблемы у очередной собаки. Бесконечный кашель, бронхи не в порядке. Лечили раньше 2 года назад, и вот снова, значит, не долечили. Пока диагноз бронхопневмония. Обследование предстоит серьезное. А пока ингаляция. И Наташа снова и здесь успевает, и в клинику, и в аптеку, и купила лекарство, ингалятор, и вот уже делает собаке Янке ингаляцию. Респект и огромная благодарность. А еще, друзья, завтра привезут нам корм на 54 тысячи. Оплатить нечем. Все собранные деньги за последние дни отправлены 4-й передержке и закупили доски для вольера на 2-ю передержку, о чем расскажу вам скоро. Нам очень срочно надо собрать деньги на корм. Нам иначе не разгрузят этот корм. Пожалуйста, помогите.